главный постулат любой искусственной вентиляции легких, как и во всей медицине, не навреди. Уже второй день специалисты из Петербургского педиатрического университета делятся опытом с будущими врачами перинатального центра. Александр Ли приехал вместе с коллегой, лучшие из лучших в своем деле. Помимо обмена опытом, гости главной целью ставят знакомство с ингушскими коллегами. Все-таки такой перинатальный центр на всю Россию один, а контакты лучше наладить заранее, ведь именно Петербургская академия здоровья и курирует перинатальный центр Ингушетии. По уровню знаний очень хорошие. Но другое дело, что их не такое большое количество, как нам бы того хотелось, и им бы того хотелось, но тем не менее они есть. Оборудование современное не уступает сейчас, ваше отделение реанимации не уступает ни одному по оборудованию, ни одному отделению реанимации ни в Европе, ни в Соединенных Штатах Америки, нигде в мире. Оно теперь будет котироваться абсолютно точно так же. И оснащены вы абсолютно точно так же, как самые передовые клиники в мире. Огромный центр, который предвосхищает ожидания не только пациентов, но и самих врачей. Сейчас перинатальный готовится принять своих первых тяжелых реанимационных пациентов. Специалисты подробно рассказывают о нюансах работы на таком оборудовании для реаниматологов и физиологов. Это врачи, которые будут заниматься именно с недоношенными детьми и детьми с врожденными патологиями. Всего 15 специалистов, но именно на их плечи ложится задача государственной важности – сократить показатель детской смертности до 7% до конца года против 8,9. За людей искренне счастливы, что им в своей жизни удастся поработать в настолько современном и настолько оснащенном медицинском учреждении. Показатель, который отражает деятельность вообще всего здравоохранения и вообще является показателем оценки качества в стране, это младенческая летальность. С открытием этого перинатального центра все должно значительно стать лучше. Чтобы поприветствовать гостей и узнать лично, как продвигается подготовка оборудования и самих специалистов, в центр приехала и Марема Рабханова. Ну как продвигается? Продвигается хорошо, на самом деле. Отделение реанимации практически готово. Отзывы по подготовке наших врачей, они довольно-таки высокие. И по тому, как они имеют какие навыки, и по тому, как они отвечают на вопросы, дана очень высокая оценка тем специалистам, которые у нас подготовлены и будут работать в этом перинатальном центре. Адам Нальгиев, прежде чем занять место заведующего отделением, успел набраться опыта по всей стране. Вспоминает, как-то даже зарекался, что никогда не будет работать в отделе неонологии. Будущего врача страшила мысль, что ребенок может умереть прямо на его глазах. Сегодня Адам заведующий отделом реанимации самого технически совершенного центра во всей стране. Должность более чем ответственная стала для него дополнительным стимулом. С Александром Ли Адам знаком давно, успел многому у него научиться. Как правильно расставить аппаратуру, как все правильно подключается, как пользоваться аппаратурой, вот что он нам показывает. Именно с самого начала. Один момент, когда ты ездишь к ним, и у них все расставлено, все четко работает по механизму, а другой момент, когда тебе привезли много аппаратуры, вся новая аппаратура, ее надо как-то грамотно расставить. Вот, например, у нас разная аппаратура. Очень большой опыт именно в плане руководителя, как руководителя в перинатальном центре, именно реанимации. Поэтому он очень сильно нам помогает в этом и помог в этом. Несмотря на то, что это отделение реанимации, сотрудники стараются сделать его как можно уютнее. По всему периметру расставлены маленькие утята. Медсестры тут же слушают лекции врачей. Ведь часто на их долю выпадает самая сложная работа – следить не только за маленькими пациентами на грани смерти, но и находить слова утешения для мам. Фатима Зариева работает медсестрой уже 10 лет. В профессию привела любовь к детям. Для нее знакомство с сотрудниками Петербургского центра пошло немного раньше. Фатима ездила к коллегам на курсы повышения квалификации. Много чего нового научились там, то, что мы не знали раньше. Также они, приехав сюда, привезли нам много документации, объяснили, как работать с новой аппаратурой, так как мы не владели навыками, помогли нам, объяснили, как что поставить, куда, как лучше будет работать медсестре, врачу, подход, как лучше будет. Кураторы отметили, что специалистов центра всегда ждут в Петербургском университете для повышения квалификации и обмена опытом. Так они смогут быстрее освоить новые медтехнологии на рабочих местах. Зульфия Мислоурова, Рамазан Мержоев, Новости 24.